Кризис, перекидывающийся на отношения между Северной Осетией и Ингушетией и на Дагестан, усугубляется именно бессилием российских государственных структур и отсутствием у них сколь-либо продуманной стратегии, что и доказано победой сепаратистов в Чечне. Станислав Кондрашов, газета «Известия», 22 августа 1997 год. Понятно, что в этой сложной ситуации одного виноватого не найдешь, но вы согласны с тем, что Москва могла бы делать больше и выступать сильнее в роли арбитра между сторонами, будь то Ингушетия, Осетия, Чечня и сопредельные страны? Россия обязана, а не должна была. Она обязана. Если, значит, она не берет на себя такие функции, 5 лет люди не возвращены. Я не политик, я военный человек. Но у меня это тоже. Я же живу в этой республике и вижу этих обездоленных людей. И 5 лет не могут решить проблему с беженцами. А какой тогда идет здесь? По каким законам мы должны жить тогда? Как я могу объяснять людям, когда я их ловлю? Они мне говорят, о каких законах вы нам говорите, какие УК, когда вы 5 лет нас не можете вернуть. Около 40 тысяч беженцев еще не возвратились. По разным данным вернулось, по данным... 11 тысяч вернулось. Да, по одним данным 11 тысяч, по другим намного меньше. Но, тем не менее, это десятки тысяч бездомных, обездоленных, совершенно не по их вине, они ни в чем не виноваты. Вот Аушев просит президентского правления, прямого президентского правления над пригородным районом, над спорными, скажем так, осторожно, территориями. Почему ингуши заинтересованы в прямом правлении Москвы? Тут дело в том, что, конечно, сегодня легко говорить, как идут плохо дела у соседей. Я имею в виду насчет преступности и тому подобное. Но есть факты. Сегодня кто-то, может, специально, какая-то третья сила нагнетает обстановку в этом регионе. Потому что началось массовое заселение ингушей. И тут же подбивают автобус, убивают. Каждый день какие-то взрывы непонятные. Нас, как сотрудников Министерства внутренних дел, оперативную группу не допускают к месту происшествия. Ну, тут понятно. Тут семьи убитых, якобы безопасность не можем гарантировать. И эти вопросы, они сегодня имеют место там. Я считаю просто, если сегодня Россия не в состоянии решить эту проблему, надо уйти в сторону, вывести свои войска, и мы по горским обычаям заберем, не заберем, значит. Решим этот вопрос очень быстро. Я ни в коем случае не имею тут вооруженное какое-то вторжение. Я имею в виду, мы, два горских народа, сядем и разберемся. Надо пополам поделим, надо объединимся, сделаем Остино-Ингушскую республику. Но мы быстрее наведем порядок в этом направлении.